Ростуризм запретил продажу путевок в Турции. Об этом сообщается на сайте ведомства. Причиной запрета называется высокая террористическая опасность в стране. Турфирмы по всей стране прогнозируют убытки. О том, как запреты на реализацию путевок по двум популярным направлениям отражаются на якутских турагентствах, выяснял Афанасий Николаев. Первой страной, запрещенной для реализации путевок, стал Египет. Турфирмы не только были вынуждены возместить суммы и предложить другие программы, но и вывезли из зоны риска отдыхающих. К счастью, для подавляющего большинства якутских туристов неудобства ограничились поздним получением багажа. Во время этих событий наши туристы находились в курортах Египта, в Хургаде. Все благополучно закончили свой отдых, вернулись в Россию, багаж пришел следом. За исключением одной из семей сократился тур на 2 суток. Но деньги, естественно, за 2 суток проживания вернутся им. Причем именно Египет и Турция были самыми доступными направлениями для большинства россиян. В нашем регионе по соотношению цена-качество с ними мог конкурировать только Таиланд. И то благодаря экономии на проезде до Москвы. Сейчас турагентство прогнозирует повышение цен на путевки в Юго-Восточную Азию. Скорее всего, в данной ситуации как раз туроператоры воспользуются, соответственно, и я думаю, как раз уровень цен повысится на эти курорты. Ну, в этом мы убедились в данном случае, когда закрыли Египет, Турция. Хотя сейчас мы все знаем, что, в общем-то, сезон там уже практически закрыт, а цены там поднялись. И якутские турфирмы обращают взоры в сторону внутреннего туризма. Причем, как отмечают сотрудники агентств, спрос на курорты Краснодарского края, Кавказа и Крыма стабильно растет. Учитывая сложившиеся условия, на данном сегменте возможен аналогичный рост цен. Но в то же время развитие данных направлений может повысить качество услуг. Да, хотелось бы ожидать, конечно, повышения качества, но не цен, так как российский турист привык к бюджетным ценам. Например, ценовая политика в Турцию и Египет всегда была доступной для рядовых граждан нашей страны. Согласно подсчету Ростуризма, из-за одного только прекращения воздушного сообщения с Египтом туроператоры страны понесли убытки более 1,5 миллиарда рублей. И запрет на реализацию путевок в Турцию может серьезно изменить ситуацию на туристическом рынке России. Афанасий Николаев, НВК «Саха», Якутск.